Всем здравствуйте, а с вами Эльвира из Америки. Жапта порили же погалами елташлактин данданы Эльвира Америкагач. Совсем недавно мне в руки попалась статья про эмиграцию людей сюда в Америку. Эта статья в интернете, она говорила о том, как очень много людей, несколько тысяч, они переходят нелегально границу, значит, там из Мексики в Соединенные Штаты Америки. Честно сказать, я просто поражаюсь, потому что то, что было 20 лет тому назад, и что происходит сейчас, это, знаете, совершенно разные вещи. Но я скажу, что вот тогда такого вот невозможно было. Знаете, и если даже 1-2 там попадались, естественно, их тут же депортировали. Сейчас совершенно все по-другому. Я не политик и никогда не была связана с политикой. Мне никогда политика не нравилась. Сейчас очень примитивно я хочу вам объяснить. Вот представьте себе, что вы все живете в доме. И в один прекрасный день вы решили устроить праздник. И вы пригласили своих друзей. Скажем так, что ваш дом и не маленький, и не шибко большой. Конечно же, у каждого дома, значит, своя площадь, свой размер там. В этот дом на праздник, значит, приходят люди, не то количество, которое было приглашено, там, скажем, 30 человек, да, а вот народ все прибывает, и прибывает, и прибывает, и прибывает, и в итоге у вас уже настолько дома становится тесно в этом доме, уже съедают всю еду твою, то есть еда заканчивается уже. Скажем так, что в вашем доме может быть только 2 туалета, и смотришь, и даже в туалет, в общем-то, очередь и в ту, и в другую как бы выстроилась. И уже стало дышать тяжело, потому что очень слишком много народу. Этот дом, скажем, ну, в крайнем случае, он может только принять, может быть, 40 человек, а там уже 100 человек набралось. То есть намного больше. Кто-то из гостей таких неблагодарных не только там лишнего поел и выпил, он еще и начал вести себя неподобающе. И что-то там разбил. И в итоге вот какая-то конфликтная ситуация создалась. На примере этого дома хочу сказать, что любая страна, она не резиновая. И бесконечно нельзя тут растягивать и всех подряд принимать, даже несмотря на то, что там политики сказали: «О, да, мы вас всех приглашаем, welcome». Добро пожаловать, мы вам дадим то, мы вам дадим то. Надо всегда помнить о том, что в Америке 2 партии, демократическая и республиканская, и политическая ситуация, она, в общем-то, постоянно меняется, постоянно двигается. А сегодня у руля одни, завтра у руля другие. И в связи с изменением политической ситуации, естественно, может поменяться и жизнь. Естественно, люди, которые работают здесь годами и зарабатывают свое social security, это типа пенсионного, никому не охота вот так вот, знаете, карманы выворачивать и предоставлять вот свои деньги, вот и кормить, и поить, и одевать, вот это вот непонятно тех людей, откуда они приехали. Тем более здесь очень дорогая
медицинская страховка. Овчина, как говорится, иногда стоит выделки, а иногда совсем не стоит, потому что вы настолько можете свою жизнь поставить на такие рельсы рискованные. Люди тоже бывают разные. Вам, возможно, повезет, а может и не повезет. Если вы решитесь на такой сумасшедший шаг, вот так вот, просто перейти границу, а там я бы, например, на такое лично не рискнула бы, потому что, не дай бог, ладно, сейчас демократы у руля, вы ждете вот это вот время, пока вам дадут документы, смотря какой офицер рассматривает ваше дело, а все ведь изменится, да, вас могут просто, знаете, развернуть, даже через несколько лет и сказать: все, до свидания, goodbye. К нелегалам тоже по-разному относятся. Где-то там скажут: о, добро пожаловать, да-да-да, мы вас понимаем, да, а где-то вообще не выносят на дух. И не дай бог вот полицейскому попадете в своем статусе, и еще не дай бог что-то там случится, то все, ситуация может по-разному. Поэтому прежде чем что-то делать, естественно, каждый шаг и даже больше обдумывайте, имейте, как говорится, план и А, и Б, и С, и так до конца алфавита. Если у меня не получится это, то что я буду делать в следующий раз? И потом, если даже у вас тут есть кто-то, опять я вам... и у вас есть какая-то надежда, что у вас этот кто-то может вам помочь, знаете, надеяться лучше всего только на самого себя, или же на саму себя, и на Господа Бога. Вот. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте большие свои пальчики, спрашивайте, если у вас есть вопросы, я буду рада вам ответить. Распространяйте мои видео и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Иктаж мога йодашта улоган, йодса, улукумулан вашаште. Ки иша возалта ногал майн YouTube каналышка возалса. Танга кугу парнядам тимдалаш идамонда. Майн видеом шарза и вескана марте. Тажализа Тинданданелиен Эльвира Америка Гичин.